Санэпидемслужба – государственная организация, которая контролирует, как предприятия и организации соблюдают санитарные и противоэпидемиологические нормы. Особенно нагрузка увеличивается в летний сезон, как проверяют объекты питания, размещения и качество морской воды в туристический сезон. Об этом поговорим с главным санитарным врачом Абхазии Аллой Беляевой. Итак, о подготовке к летнему сезону. В принципе, уже сезон начался. Какие мероприятия у вас запланированы летом? Как проверяются, особенно интересно, как проверяются объекты общественного питания в летний период? Мероприятия будут проводиться все те же самые, которые проводятся ежегодно. Это контроль и за качеством водопроводной воды, за качеством морской воды. И это контроль за объектами питания и торговой сети продовольственными продуктами. Наибольшее беспокойство вызывают сезонные объекты, которые открываются только на сезон. Они вот сейчас открываются и закрываются потом в конце сезона, в октябре, как правило, иногда в ноябре. А согласно законодательству Республики Абхазия, мы можем планово проверить объект один раз в год. Проверка объекта в этом году будет осуществляться с применением лабораторных методов исследования, в частности, смывы, пробы готовой пищи. И в остальном, как обычно. А вот новые объекты, которые появились, допустим, этим летом, как быстро вы узнаете о них, информация о новых объектах, как к вам это поступает? У нас есть два вида предпринимателей. Предприниматели, которые изучают, прежде чем открыть объект, изучают законодательство и требования. Такие объекты приходят сами. Если это сезонный объект, то чаще это те объекты, которые уже работали, они знают требования, они знают, что они обязаны получить соответствующую документацию от санэпидслужбы. И довольно часто это группа предпринимателей, которые сперва открываются, а потом узнают, что им для того, чтобы открыться, нужны документы. Вот об этих мы, к сожалению, узнаем, как правило, после того, как они уже открылись и какое-то время поработали. И из интернета узнаем, и при проверке других объектов узнаем, и по пути куда-то, когда сами куда-то по своим делам идем, едем и так далее. И жители иногда подсказывают. То есть совершенно разными путями. Это очень плохо, поскольку объект может причинить ущерб здоровью до того, как мы посмотрели и подсказали там что-то улучшить, изменить и так далее. А вот часто ли нарушения вообще бывают и какие виды нарушений в предыдущий год и с какими вы проблемами сталкиваетесь и как быстро устраняют объекты? Очень частое нарушение отсутствия медицинского осмотра. Предприниматели принимают на работу людей и забывают о том, что, согласно, опять же, законодательству Республики Абхазия, они должны принимать человека, допускать к рабочему месту только тогда, когда он показывает медосмотр. У нас же зачастую, я на неделю принял, не знаю, он будет работать или нет, поэтому вот так. Это недопустимо, поскольку, к сожалению, у нас достаточно много заболеваемости, достаточно большая и туберкулезом, и другими инфекционными заболеваниями. То есть это очень частое нарушение, которое наказывается штрафом. Дальше очень часто, особенно в сезонных объектах, очень маленькие кухни, где невозможно нормально расставить оборудование, нет достаточного количества моечных раковин. С канализованием бывают проблемы, особенно в прибрежных объектах, там, где невозможно подключиться к городской системе канализации. В принципе, разные нарушения в зависимости от объекта. Опять же, это чаще всего касается объектов сезонных. Со стационарными это проще. Мы их в течение многих лет стараемся привести в порядок, и там более-менее ситуация контролируемая. А с сезонными объектами тут да. Очень часто в какой-то совершенно неприспособленной легкой конструкции люди пытаются ресторанный ассортимент сделать. Разговариваем, штрафуем. Постановления о приостановлении эксплуатации тоже выносятся. По-разному бывает. На ваш взгляд, насколько эти штрафы серьезные и могут действительно напугать и обязать? И иногда получается в некоторых вопросах штраф выгоднее заплатить, нежели исправить ситуацию. Да,
Пожалуй, да. Последний раз суммы штрафов корректировались достаточно давно. Я точно сказать не могу, но то, что более 10 лет назад, это точно. И с тех пор в связи с инфляцией эти штрафы стали уже мало Эффективными, эффектными, да. Поскольку, согласно Кодекса об административных правонарушениях, у нас штрафные санкции могут быть от 20 до 60 минимальных размеров оплаты труда. То есть от 1200 до фактически, если на юрлицо, то до 5000. Эти штрафы, я думаю, что на сегодняшний день уже являются неактуальными. Нужно поднимать размеры штрафных санкций. Об этом докладывалось уже, и я думаю, что работа над этим будет проведена, но внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях может только парламент. А вот по районам, если посмотреть, какая все-таки картина, какие самые сложные районы в плане нарушений, с чем вы чаще всего сталкиваетесь? Это Гагра, Пицунда, Рицинский парк. Как вы считаете все-таки, где больше всего проблем? Где менее такие дисциплинированные, что ли? Можете так выделить, куда больше всего сил обычно направляете? Тут зависит и не только от дисциплинированности, но и от количества объектов. К сожалению, санитарная служба испытывает очень серьезный кадровый голод. Сотрудников у нас мало, поэтому один вопрос, если на одного сотрудника приходится 10 объектов, и другой вопрос, когда на сотрудника приходится 100 и более объектов. Тут сложность еще и такого рода присутствует. Я все-таки сказала бы, что наиболее сложным районом является все-таки Гагский район, поскольку этот район у нас наиболее загружен в летний сезон туристами, и там открывается огромное количество сезонных объектов. И в плане контроля это, конечно, наиболее тяжелый район. В летний период, в этом году при необходимости будем усиливать, будет необходимость, сама буду выезжать в район для того, чтобы максимально охватить контролем все объекты. К этим районам добавилась и Восточная Абхазия, которая начала так активно в туристическом плане развиваться. Как быть в этой ситуации, когда и Восточная Абхазия добавилась? В Восточной Абхазии пока немного таких больших объектов, которые будут эпидемиологически значимы. В Ачамчирском районе это два таких серьезных объекта, это Тамыш-Виллидж. И сейчас открывается объект, который мы все знаем как 16-этажка, да? Он там свое название будет носить. Но как раз по поводу этого объекта перед открытием мы посмотрели, и у них спа-центр будет достаточно серьезный с медицинскими услугами. Мы посмотрели и медицинский комплекс, и пищеблок. Смывы были взяты. По результатам смывов были даны рекомендации. И уже когда будет заселяться объект, мы повторно выедем туда, возьмем смывы, просмотрим по новой все то, что они сделали, и после этого уже будет им выдано санитарно-гигиеническое заключение. Хочу сказать, что этот объект как раз на контакт идет, и они с готовностью выполняют все, что им сказано. Будем надеяться, что так будет и в дальнейшем. Много еще и бассейнов. Все гостиницы стараются как-то развиваться, и такие услуги тоже предоставляют. И контроль за качеством воды, это же, я представляю, сложно, наверное, как каждый объект объездить и регулярно, несколько раз в месяц проверять. Это физически, наверное, вы не сможете все это сделать. Но как проверяются такие объекты размещения? Обязательно проверяются, и несколько раз в месяц вода не берется. Тут даже по нормативам вода исследуется 1 раз в месяц. Мы смотрим, чтобы в бассейнах были установлены дополнительные установки по обеззараживанию воды, если это бассейн работает на водопроводной воде. Если бассейн работает на морской воде, то есть они, как правило, проточные бассейны, то есть чтобы вода не застаивалась в этих бассейнах. Работа ведется, да, но вы совершенно правы в том плане, что нас немножечко не хватает на то, чтобы всеобъемлющий контроль можно было организовать.
А что делать с этой кадровой проблемой? Будем надеяться, что и курортная отрасль развивается, и дальше будет увеличиваться количество объектов размещения. Как быть? Где найти этих специалистов? Обучать. Сейчас один человек учится, уже второй курс закончил. Это из тех, которые точно вернутся сюда и будут работать в санитарной службе. В этом году мы провели серьезную достаточно агитацию и собираются поступать на санитарно-гигиенический факультет, медико-профилактический он теперь называется, прошу прощения за устаревшее название. Собираются поступать еще 4 человека. Будем надеяться, что они поступят, будем надеяться, что они закончат и вернутся к нам в санитарную службу. Дело в том, что у нас очень специфическое должно быть образование, особенно у врачей. Это медико-профилактический факультет медицинского университета. К сожалению, если переквалификация, то если, допустим, врач, закончивший факультет лечебное дело, он должен 2 года ординатуры очно пройти для того, чтобы переквалифицироваться на нашу специальность. К сожалению, никто особо не хочет 2 года переучиваться для того, чтобы работать у нас. Что касается среднего медперсонала, тут так, будут врачи, они смогут подготовить, соответственно, средний медперсонал, то есть помощника санитарного врача. На сегодня, к сожалению, ситуация такова, что даже обучать студентов у нас уже некому. Уже нет такого количества санитарных врачей, которые могли бы преподавать ту или иную специфическую специальность. Да, проблема серьезная, но будем надеяться, что благодаря возможности обучения в России эти специалисты выучатся, вернутся и будут работать. Возвращаясь к проблемам, с которых мы начали, если все-таки сами граждане будут вам помогать в этом вопросе, с жалобами, допустим, обращаться, куда и как они могут к вам обратиться? Те же туристы, отдыхающие? В каждом городе и районе существует своя санитарно-эпидемиологическая станция. И в Гаграх, и в Гудауте, и в Ачамчире, и в Гуррипше, и в Кварчале, и в Гале, везде есть санитарно-эпидемиологические станции. Они могут обращаться со своими жалобами как туда напрямую, так и допустим, в городе Сухум существует сайт. Жалобу можно направить непосредственно на e-mail. E-mail указан на сайте. К нам, в республиканскую, тоже можно обращаться, просто мы так расположены, что не все могут нас найти. Но если жалоба пришла в районную или в городскую СЭС, то она обязательно будет рассмотрена. Алла Ивановна, еще одна проблема – это продуктовые магазины, которые активно работают в туристический сезон, когда поток людей большой, и проблема с продуктами, конечно, может быть тоже с несвежими продуктами, с некачественным, с неправильным хранением, с некачественными продуктами. За этой проблемой как следите и как часто вам удается вообще выявить такие нарушения? Да, за этой проблемой тоже следим. Опять-таки, согласно законодательству, плановая проверка 1 раз в год. Дальше либо контрольная проверка, либо, если есть жалоба, то внеплановая проверка производится по жалобе. Выявляются продукты с истекшим сроком реализации. Не при каждой проверке, но есть определенные торговые объекты, на которых были выявлены такие продукты, были наложены штрафы, продукты были утилизированы соответствующим образом. Чаще всего это молочные продукты. В случае молочных продуктов бывает не только с истекшим сроком реализации, но и бывает, что неправильные условия хранения, то есть срок нормальный, а продукт испорченный. Да, бывает. Вторая довольно частая категория – это консервы. Магазин добавляет новые, старые уходят под стеночку на полках, и в итоге при проверке обнаруживаются консервы с истекшим сроком реализации. Тоже бывает. Работают, сотрудники выявляют, актируют и, соответственно, применяют меры административной ответственности.
Ну и последнее о качестве морской воды. Регулярно вы берете заборы, проверяете, следите за качеством. Есть районы, в которых нет очистных сооружений. Вот в Гагарском районе это главный наш курорт, но там должны вот по инвестпрограмме построить эти очистные сооружения, и в ближайшее время надеемся, что вот эта проблема будет решена. Но каково качество воды в Гагарском районе? Как вы отслеживаете ее состояние? Значит, в этом году мы вводим впервые исследование морской воды на вирусы. С учетом того, что ковид значительно притих, я не могу сказать, что он закончился, он не закончится никогда, нам надо будет научиться с ним жить. Но если заболеваемость будет оставаться на том уровне, на котором сейчас, то это будет очень неплохо. У нас высвободились лабораторные мощности, и поэтому с этого года мы начинаем делать морскую воду на вирусы. Причем работать одновременно будет 3 лаборатории. Это лаборатория центральная, которая расположена в городе Сухум, и лаборатории в Гагре и в Ачамчире. Пробы морской воды будут отбираться как на бактериологическое исследование, так и на ПЦР-исследование на вирусы. Мы получим более четкую картину, отчего у нас летом бывают вот такие вспышки кишечных инфекций. Пока еще на сегодня нормально отобрать морскую воду не получалось из-за того, что идут дожди и шторма, вода перемешана, и взять ее для того, чтобы нормально исследовать, не получается. Но я думаю, что вот в течение этой недели первые данные мы уже получим. Поэтому пока вот на сегодня я не могу сказать, как у нас по районам с качеством морской воды. Но то, что канализационные стоки все-таки попадают в море, это же влияет на качество морской воды, представляет и экологическую опасность. Отсутствие очистных сооружений, какую проблему создают вообще? И эта проблема заботит наше правительство. Как видите, уже построены очистные сооружения для города Сухум. И планируется строительство очистных сооружений по Гагре, начаты работы по очистным сооружениям в Гудаутке. То есть эта работа ведется. Пока они не будут построены, ну что ж, будем смотреть, будем контролировать. Если концентрация будет в какой-то части превышать допустимые нормы, будем об этом ставить в известность, возможно, закрывать какие-то пляжи будем. То есть работу проводить будем. Ну и ваши советы туристам. Порой вот после шторма люди идут купаться. Можно ли вот в такой воде после шторма сразу идти купаться? Вот какие-то ваши такие базовые советы для наших туристов, которые будут слушать наше интервью. Что бы вы им посоветовали, вот так, если коротко? По морской воде, по продуктам питания, что можно есть, как следить за тем, что ты покупаешь, на что обращать внимание? Ну, давайте начнем, наверное, с моря. Купаться в грязной воде, не только небезопасно, еще и неприятно, да? Мы все видим, когда сильное волнение, у нас вода действительно грязная, с щепками, с мусором, с каким-то. В такой воде купаться не рекомендовано. И еще одно, многие туристы пытаются купаться в шторм, и это, к сожалению, периодически заканчивается очень печально. Поэтому пока море не успокоилось, лучше позагорать, скажем так... Отправиться на экскурсию, как минимум, можно. Отправиться на экскурсию, да, можно найти другие занятия. Второе. Туристы очень часто приезжают на короткие сроки и пытаются ухватить море и солнце по максимуму. Нежелательно загорать, особенно деткам. Самый пик жары. Это с 12 дня и где-то до 3-4 часов дня. Потому что это опасно, это чревато тепловым ударом, который тоже отражается на организме. А местное население это прекрасно знает, и они либо до 11 утра, либо после 5 вечера. Правда? А вот здесь тоже нужно туристам немножечко поберечь свое здоровье. Обязательно обильное питье. Это тоже убережет от перегрева, от теплового удара. И, конечно же, не покупать
на пляже вот то, что носят неизвестные люди в неизвестных сумках и ведрах. Там кукуруза, там беляши какие-то, пирожки какие-то. Потому что никто не может проконтролировать вот таких частных лиц, которые дома что-то приготовили, неизвестно когда и как. Выбежали на пляж, полчаса пробежали по этому пляжу и исчезли. Их поймать, просто нереально. Но такая продукция является опасной. Еще одно. С собой на пляж не нужно брать скоропортящиеся продукты. Если идут на пляж, нужно взять либо мытые фрукты, либо печенье, то есть то, что не портится. Бутерброды и прочие вещи там с мясом лучше кушать дома. Еще одна большая проблема – это немытые овощи, фрукты. Я видела картину, когда вот люди проходят мимо дерева, там алыча или мушмула или еще что-то, они просто срывают и кушают. Срывайте на здоровье, помойте это, пожалуйста. Либо на рынке пробуют, иногда даже предлагают попробовать. На рынке пробуют, да. От этого лучше избегать, поскольку немытые овощи и фрукты являются источником инфекции. Очень осторожно нужно относиться к нашей, безусловно, вкусной кавказской кухне, людям, у которых есть заболевания пищеварительной системы, такие как гастриты, язвы, язвенная болезнь, холециститы, панкреатиты. Наша кухня очень вкусная, но она острая и достаточно тяжелая для неприспособленных к ней людей. И поэтому тоже бывают обострения вот таких хронических заболеваний пищеварительного тракта, которые сопровождаются в том числе и диареей. Продукты в магазинах, чтобы не попасть на продукт с истекшим сроком годности, можно просто этот срок посмотреть. Даже покупая, вот в России мы тоже бываем, покупаем что-то в магазинах, я стараюсь всегда посмотреть срок годности, потому что бывает это везде. И у нас, не исключение. Вода. А все-таки бывает, что у нас водопроводная вода тоже является небезопасной. Изношенная разводящая система. Бывают аварии. Во время аварий бывают подсосы грунтовых вод, и бывает, что вода не соответствует норме. Поэтому это касается не только туристов, это касается наших граждан тоже. Воду лучше кипятить. Из-под крана она, конечно, вкусная, замечательно, но безопаснее будет, если эту воду прокипятить. Если уж совсем не хочется кипяченой воды, то продается бутилированная вода, которая тоже контролируется, и там микробные показатели хорошие, в пределах нормы, поэтому если уж очень хочется не кипяченой воды, то лучше купить бутилированную и пить ее. А из-под крана воду я пить не рекомендую. Алла Ивановна, спасибо вам большое, что ответили на наши вопросы. Пожалуйста, не болейте. Это была Алла Беляева, главный санитарный врач Абхазии. Говорили мы о работе санэпидемслужбы в туристический сезон. С вами был «Посредник». Диалог с властью о том, что волнует общество, в студии «Радио Спутник».